Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Как говорится в опубликованном макропрогнозе, динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%. В период 2021-2023 годов не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 до 3,5%. Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, изучив данные Росстата. Накануне пандемии коронавируса к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Из-за пандемии COVID-19 средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, однако это падение значительное, и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста. В период пандемии 8,7% представителей среднего класса потеряли работу, 4% оказались в простое с сохранением трудового дохода на уровне не выше минимального размера оплаты труда, а для 6% среднего класса это привело к тому, что они перешли в категорию бедных. Крупнейшие проекты, запланированные в рамках стратегии развития арктической зоны Якутии до 2035 года, могут быть реализованы при использовании механизма государственно-частного партнерства. Такое мнение озвучили эксперты на полях второго Северного форума по устойчивому развитию. В частности, проект по комплексному развитию поселка Тикси Булунского района на севере Якутии, включая развитие инфраструктуры двойного назначения, реконструкцию морского порта Тикси и его терминалов, в чистом виде можно реализовать как концессионное соглашение, о чем свидетельствует мировая практика. Кроме того, критериям государственно-частного партнерства отвечают проекты комплексного развития районов Колымского бассейна с учетом модернизации речного порта «Зеленый мыс» и развития Зырянского угольного минерально-сырьевого центра, а также создание сети торгово-логистических центров в арктических районах Республики Якутия для обеспечения северного завоза. Ряд районов Якутии лишились заготовленного сена из-за лесных пожаров. Всего в результате лесных пожаров в республике уничтожено 1500 тонн заготовленного сена, заявили в пресс-службе Минсельхоза, отметив, что в Татинском районе уничтожено 463 тонны, в Амгинском 435 тонн, в Чурапчинском улусе 234 тонны, в Усть-Алданском 140,5 тонн. Помимо того, лишились заготовленного сена аграрии в Намском, Мегино-Кангаласском, Горном, Тампонском районах и в городе Якутске село Тулагина. Как отметил министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов, аграриям, пострадавшим от лесных пожаров, будет оказана поддержка. Единую торговую онлайн-площадку «Сделано в Якутии», где представлены товары, произведенные в регионе, запустили в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма. Единая торговая площадка «Сделано в Якутии» — это большой маркетплейс, где представлены товары, произведенные в республике. «Сделано в Якутии» предлагает мужскую и женскую одежду и обувь, книжную продукцию, сувениры и аксессуары. В интернет-магазине можно также приобрести продукцию для дома, продукты экопитания, товары для красоты, ювелирные изделия, якутские ножи, посуду и даже хомус. Более того, через раздел «Туризм» можно забронировать домик на туристической базе и выбрать тур по самым живописным местам Якутии. Для удобства пользователей онлайн-каталог поделен на разделы, все товары можно сортировать по ряду критериев: цена, популярность, релевантность, рейтинг. Отмечается, что на маркетплейсе разместят продукцию предпринимателей, в том числе самозанятых.